محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Абу Абдуллах Ахмад ибн Хамбал, да будет доволен им Аллах, основатель хамбалитского мазхаба, родился в Багдаде в 20-й день месяца Рабиуль-Ауаль в 164 году по хиджре. Отец Ахмада умер совсем молодым, когда сын был еще младенцем, и вся тяжелая ноша воспитания мальчика и обеспечения семьи легла на хрупкие материнские плечи Софии аш-Шайбани, с чем та справилась блестяще. С подачи матери еще с ранних лет Ахмад ибн Хамбал занялся изучением священного Корана, хадисов, преданий о сподвижниках и табиунах, овладел грамматическими тонкостями арабского языка. С 15-летнего возраста будущий имам начал посещать собрания ученых в Багдаде, приобретая у них все больше знаний. Особое внимание он уделял хадисам, изречениям пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Неутомимая тяга Ахмада ибн Хамбала к знаниям вскоре побудила его покинуть родной Багдад, и в поисках больших знаний он стал предпринимать путешествия в соседние города и страны – Мекку, Медину, Куфу, Басру, Йемен и Шам. Одновременно с этим он начал составление своего получившего вскоре всеобщее признание труда «Аль-Муснад», в котором собрал самые достоверные хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Имам Ахмад, да будет доволен им Аллах, мог предпринять далекое путешествие, и, если была необходимость, занять для этого деньги в долг, лишь чтобы услышать один единственный хадис от первоисточника, ученого, кому передача этого хадиса приписывалась. Такое скрупулезное изучение хадисов и людей, от которых эти хадисы передавались, было сделано им желанием очистить ислам от вымышленных хадисов, которых враги ислама начали один за другим распространять среди народа, намеренно вводя их в заблуждение. Вскоре работа Ахмада ибн Хамбала принесла результаты. Его имя стало известным далеко за пределами его родного города Багдада, и он стал одним из величайших знатоков и рассказчиков хадисов своего времени. Учителями имама Ахмада в науках фикха и хадисов были Абу Юсуф, знаменитый ученик великого Абу Ханифы, основателя собственного мазхаба, Суфьян ибн Уяйна, известный мухаддис и ученый-богослов, Ибрахим ибн Саад аз-Зухри, хадисовед, исполнял обязанности шариатского судьи Медины, Му'тамир ибн Сулейман, известный мухаддис города Басры, Ваки' ибн аль-Джаррах, величайший ученый-богослов Ирака, Язид ибн Харун, табиин, ученый-богослов из иракского города Васит, и имевший наибольшее значение для имама Ахмада, имам Шафии. Ахмад ибн Хамбал был особенно привязан к имаму Шафии. Указывая на роль имама Шафии в его жизни, Ахмад ибн Хамбал говорил: «Не совершил я намаза за 40 лет без того, чтобы не помолиться за имама Аш-Шафии, да будет доволен им Аллах». За искренность намерений и выдающуюся ученость имам Шафии, да будет доволен им Аллах, также глубоко уважал имама Ахмада. Несмотря на свою ученость и авторитет, ничуть не смущаясь, обращался к своему любимому ученику и даже пересказывал хадисы с его слов. Ученики имама Ахмада тоже были очень известными и прославленными в исламском мире людьми. Такие известные ученые ислама, как Абу Давуд, имам Аль-Бухари, имам Муслим и другие, брали уроки хадисов у имама Ахмада. Изучив множество хадисов и получив достаточно знаний, в возрасте 40 лет имам Ахмад ибн Хамбал сам стал передатчиком хадисов и добился больших успехов и популярности. Его занятия посещали тысячи людей, а фетвы получали большую известность. Именно в этот период в жизни имама Ахмада произошли кардинальные изменения. Он подвергся большому испытанию. Аббасидские халифы, принявшие точку зрения му'тазилитов, заблудшего течения в исламе, сделав ее официальной идеологией халифата, стали принуждать мусульман следовать ей. Имам Ахмад, да будет доволен им Аллах, и другие ученые Ахлю-Сунны категорически отреклись от му'тазилитских доктрин и открыто осудили нововведения, вносимые ими в исламскую религию, что сильно не понравилось халифам Мамун аль-Рашиду,
Му'тасиму биллях и Аль-Васику, по очереди сменявших друг друга у руля халифата. В гневе они велели заковать в кандалы имама Ахмада и бросить в тюрьму, где тот подвергся такому сильному избиению и пыткам, что некто даже сказал: если бы имам Ахмад родился среди исраилитов, евреев, наверное, он был бы пророком Аллаха, указывая тем самым на то, что большим испытаниям в этой жизни подвергаются пророки и посланники Всевышнего, и ученые в этом схожи с ними. Но после 14 лет противостояния му'тазилитской ереси, 7 из которых имам Ахмад провел в тюрьмах, истина все же восторжествовала. В 232 году хиджры власть в халифате перешла в руки халифа Мутаваккиля, противника му'тазилитской доктрины, при котором приверженцы чистого, неискаженного ислама получили свободу мысли и возможность без страха и опасений за свою жизнь исповедовать ислам, не испачканный домыслами и нововведениями далеких от истины людей. Среди этих ученых был и имам Ахмад, да будет доволен им Аллах. Получив полную свободу действий, Ахмад ибн Хамбал, да будет доволен им Аллах, продолжил сбор, повествование и толкование хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Наряду с изучением имам Ахмад и преподавал уроки по хадисам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. У него был свой собственный метод обучения, который заключался в диктовке хадисов из своего огромного собрания, известного под названием Аль-Муснад, содержавшего более 30 тысяч хадисов, а также мнения сподвижников пророка, мир ему и благословение, относительно их толкований. Имам Ахмад применял эти хадисы и фетвы к различным проблемам своего времени. Основополагающим источником вынесения решения для имама Ахмада служили Коран и Сунна. Если ему не удавалось найти подходящий хадис или мнение асхабов для решения того или иного шариатского вопроса, только после этого он предлагал свое собственное мнение, при этом не позволяя записывать его, так как считал себя недостойным такой почести и боясь, что первоисточник, то есть хадис, будет отброшен на второй план, следуя лишь его фетве. Значение хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, для имама Ахмада, да будет доволен им Аллах, было столь велико, что он даже говорил: «Всякий, кто отвергает достоверный хадис посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на грани уничтожения». Самым известным трудом имама Ахмада ибн Хамбала, который дошел до наших дней, является его знаменитый Муснад, уже упомянутый нами выше, в котором собраны более 30 тысяч хадисов, которые он собрал от надежных передатчиков. Вся жизнь имама Ахмада была примером для подражания. Он был скромным и набожным человеком, отличавшимся высочайшими моральными качествами. Ему не нужны были переходящие ценности этого бренного мира. Ахмад ибн Хамбал жаждал довольства Аллаха. Именно поэтому он всецело посвятил себя служению исламу и мусульманам, чем увековечил свое имя в истории и сердцах верующих. Умер имам Ахмад ибн Хамбал в возрасте 77 лет, 30 числа месяца Раби'уль-Ауаль, в 241 году по хиджре в Багдаде. Говорят, что на его погребальную молитву собралось около 1 миллиона человек. В силу разных факторов мазхаб имама Ахмада не получил такого распространения, как другие, и является самым малочисленным среди 4 мазхабов. Большинство последователей правовой школы имама Ахмада в наши дни находятся в Палестине, Саудовской Аравии и странах Персидского залива. Да сделает нас Аллах из тех, кто жил и умер на пути следования истинным ученым ислама, людям, посвятившим всю свою жизнь служению Аллаху и следованию Его наказам. Аминь.